У меня в руках петелинская курица, которая заслуживает лучшей судьбы. Я эту судьбу этой курицы сейчас предоставлю. Она будет приготовлена мультикультурным образом. Из двух рецептов я состряпал один. Это курица, классическая французская курица в белом вине и тайский карри. Мы объединим оба рецепта, и получится такое двурогое существо, которое, мне кажется, курицу покажет в лучшем из ее видов. Итак, сначала курицу нужно разделать. Ноги отделяем от туловища, крылья, грудку с частью каркаса. Грудку нарезаем на фрагменты поменьше. И туда же отправляем окорочка куриные, разделенные на отдельно бедра, отдельно голени. То есть здесь присутствует и красное, и белое мясо курицы. То есть все вкусовое богатство, которым курица обладает, мы не распыляем, а наоборот сосредотачиваем в одном месте. Так, начнем с французской части маринада. Белое вино. Бутылки будет вполне достаточно. Лук-порей. Белая его часть, самая нежная, в которой больше всего вкуса. Обычный лук, репчатый, красный или желтый. Вы можете использовать любую форму нарезки. Если вдруг вы соберетесь получить чистый насыщенный бульон без каких-либо овощных примесей, то вам вообще все равно. Вы можете разрезать грубо лук на крупные части и об этом забыть. Если вдруг по какой-то причине вы пожелаете оставить часть лука в блюде, то лучше использовать нарезку помельче. Так он будет органичнее встраиваться в текстуру будущего тушеного рагу. Сельдерей. Лавровый лист и перец горошком. Собственно, вот на этом месте мы получили с вами французскую курицу в белом вине. Ее можно оставить мариноваться на 4 часа, 8 часов, 6, 12, в зависимости от того, сколько есть у вас времени. Но мы не остановимся пока в приготовлении маринада, отправимся чуть дальше на восток, в сторону Таиланда, и добавим туда сначала чеснок в маринад и имбирь. Натереть на терке или нарезать так же, как чеснок, мелко. Немного зеленого карри. Черный перец. Соль. И последний ингредиент, не обязательный, но очень приятный. Лимонная трава. Перемешиваем. И оставляем на 3, 4, 5, 6, 8, 12 часов, сколько у вас есть в холодильнике. Спустя 3, 4, 5, 6, 8 или 12 часов надо достать замаринованное мясо курицы из холодильника, полюбоваться, как оно покрылось такой поволокой. Водрузить на плиту большой сотейник или кастрюлю и отправить содержимое миски или контейнера с курицей готовиться. Примерно на 40 минут, можно и на 1,5 часа, если вы хотите совсем уже исчезающую текстуру мяса. Накрываем крышкой и ждем. Прелесть приготовления блюд, подобных этому, в том, что они процессы происходят без всякого человеческого участия. Гуманитарный фактор здесь совершенно никак не влияет на результат. Прошло 1,5 часа после того, как мы забросили в этот сотейник мясо с его маринадом, и мы никак не влияли на происходящее внутри нашей кастрюли, внутри сотейника. Осталось только взять немного зелени, листья свежего базилика, свежую кинзу,
Нарубить их с изрядной долей небрежности. Открыть крышку, вдыхая ароматы, которые можно было бы назвать чарующими, даже если бы такое слово существовало в поварском языке. Добавить сюда рубленую зелень, перемешать и снять с огня. Итак, вот оно, блюдо насыщенное, яркое, интересное, интригующее, чарующее соседей ароматами, мультикультурное по своему составу и бесконечно вкусное. Дерзайте!